Коллеги, рад всех видеть в рамках данного круглого стола. Это действительно, по мне, как для председателя Курултая, Всемирного Курултая Башкир, это действительно значительный шаг для нас, поскольку все же основная аудитория, с которой мы работаем традиционно, это общественность. В данном случае мы решили подойти несколько с другой стороны к проблеме освещения культуры. Это привлечь ученых, а именно не то, что привлечь, а начать, можно сказать, с научной точки зрения. Этот год, как известно, по инициативе Всемирного Курултая Башкир объявлен годом башкирской культуры и духовности. И, конечно же, здесь мы планируем целый ряд мероприятий. Буквально недавно была презентованы методические рекомендации, посвященные году башкирской культуре и духовности, в рамках которого мы выделили несколько направлений искусств. Это писательская среда, это кинематограф, хореография, театр, изобразительное искусство и прикладное искусство в том числе. Вот. По этим и другим направлениям мы будем активно работать, но я считаю, что глубоко убежден в том, что для того, чтобы начинать ту или иную работу, мы должны между собой проговорить и разговаривать откровенно, открыто, поскольку вопрос культуры, вопросы искусства – это на самом деле такая, можно сказать, особая среда. Вот если прошлый год у нас был годом истории, где все же превалировал некий такой рациональный подход, рационализаторский подход. Там основную роль играли ученые, историки, этнографы, краеведы, то есть те, которые подходят к проблеме рационально. То сфера культуры, сфера искусства – это все же сфера таких эмоций, сфера духа, можно сказать, духовности. И, то есть здесь на самом деле не так важна рациональность, а важно, насколько мы принимаем нашу окружающую реальность, насколько мы можем ее, так сказать, адаптировать, осваивать, очеловечивать, что ли, да. И здесь, конечно же, нужен особый подход, и мы по каждому направлению искусства планируем провести круглые столы, отдельно собрать хореографов, отдельно собрать театралов, драматургов, писателей, и по каждому направлению отдельно разговаривать, именно ставить творческую проблему, не проблему в том, что сколько костюмов не хватает, там, и что там кадровый голод и так далее, а поставить творческие вопросы. Как сегодня, достаточной ли степени мы сегодня осваиваем сферу эмоций, сферу чувств? Действительно ли вот тот продукт, который мы сегодня производим, действительно он находит отклик в сердцах наших жителей, в сердцах нашего населения? Вот. И в каком направлении, в принципе, мы можем двигаться. Да, наш цивилизационный путь. И в этом отношении, именно в последнем, в таком вопросе, в проблеме о том, что такое что это за наша цивилизация, евразийская цивилизация, там, российская, я не знаю. Да, именно с этой целью мы решили собрать философов, поговорить по этой теме, создать, ну, если не выработать, то обозначить какие-то необходимости, может, новых образов. Да, вот традиционно в советское время у башкир был образ воинов, защитников Отечества. Да, и, собственно, в советское время активно работали в этом направлении, работали с символами, работали с образами. И причем, что интересно, показательно, что в основном работала над этим интернациональная команда, тот же Степан Злобин, Тавасиев, Гвоздикова, да, то есть это люди, которые, собственно, вкладывали в эти образы, в эти эмоции, как сказать, по-особому подходили к этому. Ну и, конечно же, все это опиралось на нашу традиционную культуру, на традиционные те же самые эпическое наследие и так далее.
Вот. Сейчас мы предлагаем все же рассмотреть эти образы, символы несколько шире уже подойти из позиции башкир-воин, да, не столько с позиции башкир-воин, но башкир-созидатель, да, освоить, так сказать, прогрессивский вклад башкирского народа в развитие вот нашей цивилизации, в обогащение, в культурное обогащение. Тот же самый, например, Исмаил Тасимов действительно в свое время сделал прогрессивный шаг, точнее, его поколение сделало прогрессивный шаг. И это не ограничивается одним человеком. Та же самое создание и обустройство республики Башкортостан, это тоже отдельное направление, тоже прогрессивный шаг для своего времени был, который определил развитие нашей страны. Поэтому здесь, конечно же, мы должны, и в целом даже вот создание знаменитых, легендарных башкирских кавалерийских дивизий, это тоже на самом деле результат такого созидательного труда, сохранения определенной, может, традиции, это какой-то труд. И что уж говорить о целой плеяде наших генералов, генерала Кусимова, Шаймуратова генерала, это же тоже в определенной степени цивилизационное явление. Эту категорию мы тоже должны осмыслить, должны понять, а что это, кто это, почему вдруг они появились. Да? Не частная же какая-то инициатива, а что сподвигло, да, на каком этапе вдруг башкиры начали производить, как некое такое сообщество, как некая система, начали производить определенную категорию людей. Категория поколения рудознатцев, поколение там генералов, да, поколение и так далее, и так далее. Именно на эти вопросы я предлагаю сегодня обратить внимание.